Ну, конечно же, я должен что-то сказать по такому великолепному, культовому, феноменальному фильму, как «Форсаж 9». Честно говоря, я изначально задумывал сделать максимально позитивный отзыв, выжав из этого фильма все положительно и закрыв глаза на всякую фигню и косяки. Ну, просто потому что я знаю, что все, очевидно, либо будут засирать этот фильм, либо же за денежку его нахваливать. Но у меня не вышло сделать позитивно, потому что не прошло и 15 минут фильма, как я чуть не сошел с ума. «Форсаж 9» начинается трагически лирически. Нам показывают отца Доминика Торетто, который занимался гонками NASCAR. Потом из его уст прозвучала эта мощная фраза про победителей. И он разбился. Дальше мы переносимся в наши дни, где Доминик Торетто уже решил выйти на пенсию, отойти от дел и переехал в Беларусь, где чинит трактор. Простите за мой плоский дурацкий юмор. В общем, да, действительно, он чинит трактор и говорит сыну: помнишь, о чем я тебе говорил, будь внимателен к деталям, ведь мелочи решают все. Отлично. Сценаристы «Форсажей», вы бы почаще сами себе это повторяли. Помнишь, о чем я тебе говорил? Девушки с маленькими сиськами развивают мелкую моторику рук. Ладно, вернемся к фильму. Дальше слышны звуки приближающейся машины, от чего Доминик со своей подругой Летти перепугались и приготовились к тому, что сейчас начнется какой-то замес, перестрелка, да? И Торетто встал, нацелился из дробовика в сторону машины, которая начала виднеться издалека, да? У меня вопрос: с каких пор дробовик стал эффективным оружием для перестрелки на большие расстояния? Хотя, конечно, я не удивлюсь, если бы Доминику удалось подстрелить с дробовика вертолет или снайпера, или снайперов. Никто не смеет сомневаться в его крутости. Но, как оказалось, дальше нас ждет намного круче вещи в исполнении Вина Дизеля. Я дальше об этом расскажу. На тачке приехали старые добрые друзья, но с плохими вестями. Они включили на планшете сообщение от мистера Никто. Его самолет подал сигнал бедствия, и изображение на планшете было плохим, черно-белым, в разрешении 144p с шумами и мерцанием. Ну, а как иначе зритель поймет, что все плохо, да, что это сигнал бедствия? И без помощи команды Доминика Торетто не обойтись. А еще, я цитирую, он передал кучу зашифрованных данных, которые нужно расшифровать. Господи, боже мой, работа мечты — это работать сценаристом над «Форсажами». Доминик отказывается помочь. Он отошел от дел, трактор ждет ремонта, и тут один из бывших членов команды говорит Дизелю: речь о Сайфер, об убийце матери твоего ребенка. О ребенке, чью мать убил убийца. И об этом речь. Это Сайфер, которая лишила матери сына твоего. Я могу делать это бесконечно. И вот что удивительно. Этот ранее озвученный факт никак не повлиял на лысого не из Бразерс, то есть на Доминика Торетто, да. На удивление, он говорит очень логичный и рациональный вывод, с учетом того, что у него есть маленький сын, да. Это все в прошлом. Дальше Доминик укладывает сына спать, решает взять планшет, чтобы пересмотреть несколько раз это сообщение от мистера Никто, и он замечает, как в плохом, кривом, зернистом, мутном и мерцающем изображении, да, что-то мелькает, и Доминик начинает увеличивать картинку, и каким-то чудом это изображение становится лучше. Не знаю, там, наверное, есть какая-то встроенная кнопка или фильтр для улучшения изображения, да. То есть после увеличения изображения на стоп-кадре оно стало еще лучше, чем было в самом видео. И, конечно же, он там замечает своего брата в исполнении Джона Сины. Точнее, аксессуар, который единственный в мире, кто может носить, так это только его брат. Это и является завязкой. То есть с утра он еще переживал за сына и что все в прошлом, но пересмотрел несколько раз сообщение о том, что у мистера Никто важный груз, и увидел там крест. Это становится главным мотиватором, чтобы бросить сына. Кстати, не показали, не сказали, с кем он его оставил. Видимо, Торетто решил, что с этого дня все, сынок, ты становишься взрослым и самостоятельным. Ты все, уже повзрослел, пора. Можно и одного оставить, как на время, так и навсегда, да, ведь он же может погибнуть, да.
Ой, да пофиг, блин, короче, я там заметил крест брата, а это о многом говорит. Так, сынок, чтобы по моему возвращению трактор починил. Доминик с командой летят к разбившемуся самолету Мистера Никто, где им получается вытащить тот ценный груз из сейфа, после чего начинается перестрелка и погоня. На 20-й минуте фильма происходит такое, после чего нужно просто встать и выйти из зала кинотеатра. На персонажа Тайриза Гибсона падает БТР. Не задевает его, не частично как-то там цепляет сбоку или что-то там ему придавливает или переезжает ногу, а падает целиком БТР на человека. Вот тут-то я офигел. Я думаю, нифига себе, какая же это крутая часть Форсажа получается. Какой же это, ну просто нереальный поворот сюжета. Так быстро и так неожиданно для всех. Просто убрать нахрен одного из центровых персонажей. Да, на такое никто не пойдет, чтобы, ну, понимаете, фанатов обидеть. И он выжил. Ее не раз Давид даже сбросил танк с 100-го этажа. Он просто вышел сбоку, это перевернутый, прилетевший с высоты БТР, которая на него свалилась. Это несколько тонная махина. После чего звучит очень резонная фраза. Да как ты после такого выжил, чувак? Сам в шоке. После этой сцены я считаю, что нужно просто в следующей серии Форсажа, чтобы Доминик Торетто навалил две кучи и сказал, что одна из них клубничная, а вторая вишневая. И пусть фанаты грызутся до смерти друг с другом, какая из них была вкуснее. Дальше этот момент с перелетом, что мы видели в трейлере. Тут нужно отбросить, понятное дело, не только уже законы физики, а также законы физиологии, я не знаю. Чувак просто прихрамывая пошел, когда на него свалился БТР, а тут просто тачка полетела, поменяла траекторию, она боком врезалась, перевернулась и практически, блять, развалилась на куски. После такого вообще нереально выжить, да? Ну а Доминик Торетто с подругой Лети, понятное дело, просто продолжили ехать целые и невредимые. И были они все это время даже не пристегнуты. Ну конечно, потому что всем же известно, что пристегивается только гей. В середине фильма внезапно появляется Хан. Внезапно, потому что в предыдущей части он умер, так как тачка, в которой он ехал, она взорвалась, да? И возникает вопрос, так как же он воскрес? Как будто кому-то не похуй. Да, я понимаю, в фильме это объяснили. Смотрите выше мое предложение по поводу клубничного и вишневого. В таком стиле они его объяснили. Потом раскрывается истинная причина смерти отца. Ну, то, что показали в начале фильма, да, и это такая сопливая, примитивная шляпа, что просто уши в трубочку сворачиваются. И да, персонажи действительно вышли в открытый космос, и тот человек, кто когда-то шутил и сделал такую смешную картинку, что это произойдет в 15-й части, немного не угадал, потому что это случилось в 9-й. Из положительного там был один прикольный момент с тем, как к грузовику стягивались тачки. Это выглядело очень прикольно, эффектно, так красиво, да, мне понравилось, но момент, к сожалению, очень короткий. А вот продолжение этой сцены с переворачиванием этого грузовика, да, который мы видели в трейлере, несмотря на всю напускную серьезность происходящего, ну ничего кроме смеха эта сцена не вызывает, ну правда. Да вы сбили тачкой вертолет. И что? Тоже мне удивил. Вин Дизель вон прицепом от грузовика сбил истребитель, а? Ну еще из положительных моментов в плане актерского состава это участие Джорданы Брюстер. Приятно ее было видеть в фильме. Она, по сути, там совершенно не нужна была, вот честно. Но сама актриса, конечно, это, да, с годами она становится только лучше, прям как хорошее вино. Ох уж эти латинские девушки. И в конце показывают ванильный момент с тем, как Доминик рассказывает сыну, что на этом треке гонял его дедушка. На протяжении всей картины все время размазываются сопли по поводу того, что мы семья, мы братья, мы поле, речка, небо голубое. Но за 2 часа и 10 минут фильма ни разу не показали, чтобы Доминик как-то попереживал за сына, там, что с ним, там, как он там, хотя бы какие-то звонки, да хрен с ним со звонками, да, хотя бы просто на словах это показать, да. И в конце все в сборе весело и задорно, традиционно пьют пиво, Корона. Кстати, там были Си Цзиньпинь и Дмитрий Медведев за каким-то фегом.
и зачем-то туда пригнала, в кавычках скажем, машина Брайана. Брайан был типа за рулем, да, получается. И на этом фильм заканчивается. Если это намек на то, что он будет в продолжении, тогда почему его не показали со всеми на распитии бухла, да? Ну, я понимаю, я знаю, что он умер. Ну, просто как бы там CGI или что они там задумали, да? Если его не будет в продолжении, к чему был в этот вообще момент тогда? Казалось бы, на истории уже в этот раз можно было бы поставить точку, уже показали прошлое, поностальгировали, откопали какого-то брата, показали историю с отцом, 300 раз обмусолили, обсосали тему с семьей, прицепом сбили истребитель, вышли в открытый космос. Но нет, будет 10-я часть «Форсажа», ее анонсировали вместе уже давно с 9-й, да? И там пока в актерском составе числится Вин Дизель. Ну, я не знаю, остается полет на Марс или проход через червоточину, чтобы преодолеть пространственно-временной континуум, да, и вернуться назад во времени, чтобы предотвратить гибель отца и перезапустить серию «Форсажа», да, 10 новых частей выйдет с альтернативной историей времени. Джастин Лин, ты вообще слушаешь меня, записываешь, нет? Вот просто только вдумайтесь касательно причины смерти отца, да? Брат Доминика говорит, что истинная причина это в том, что отцу нужно было проиграть в гонке, да, чтобы покрыть долги. Ну, понимаете, да, там ставки делают, а его отец, он непобедимый гонщик вообще. И если на него все поставят, а он поставит как бы против себя, да, так скажем, и проиграет, то сможет выигрышем, ну, в тотализаторе, он на проигрыше в гонке покроет долги. Ну, для этого не обязательно нужно было убирать. Что это за долбанный бред? Следующую часть я буду смотреть с валерьянкой. Новый «Форсаж 9» — это хорошие шутки, удивительные трюки, ядреные гонки, тактические многоходовочки, агрессивное противостояние и помимо всего этого вас ждут многозначительное кивание головой, смысловые переглядывания, затянутые паузы и очень напряженные лица. Фильм «Форсаж 9» определенно стоит смотреть, если вам нравится кинокал. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.